Я приветствую зрителей телеканала «Юрган», и прежде чем я представлю вам героя этого личного приема, должен сообщить, что все ответы на не прозвучавшие вопросы прошлого личного приема, а его в прошлую среду провела заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова, вы можете найти на официальном портале ведомства. Ну а сегодня на ваши вопросы будет отвечать человек, который до этого момента аккумулировал фактически большинство ваших обращений в личный прием за все время его существования. Итак, сегодня личный прием проводит директор общественной приемной главы Республики Коми Виктория Сидорова. Виктория Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Пришло и ваше время отвечать на вопросы наших жителей. И самый первый вопрос, как мне кажется, самый общий, пришел из Сыктывкара. Общественные приемные на слуху – это обращение граждан и прямые линии. Есть ли какие-либо еще направления работы? Ну, конечно, самым основным направлением является обращение граждан и работа с гражданами. В рамках этого направления мы проводим прямые линии, круглые столы, а также проводим юридические консультации бесплатно. Причем работа в юридическом направлении сегодня расширяется, и юридические консультации проводятся 3 раза в неделю на площадке общественной приемной. Кроме этого, мы заключили в этом году соглашение с Ассоциацией юристов по России, по Республике Коми, заключили соглашение с Центром правового обеспечения, имеем также соглашение с Академией госслужбы и с университетом, с юридическими факультетами. Там в рамках юридической клиники мы проводим с ними работу, совместную работу. Следующее направление, еще одно направление, о котором, наверное, важно очень сказать, это социологическое направление, когда мы изучаем общественное мнение населения для того, чтобы понимать, каков сегодня социальный запрос к власти. А с кем вы в партнерских отношениях в этом направлении работаете? В рамках 44-го закона. В рамках 44-го закона с кем? С различными фирмами, с различными организациями, которые выигрывают конкурсы. То есть вот эти основные 4 направления где-то? Или сколько вы их насчитываете? Ну, если говорить об обращении граждан, юридические приемы, круглые столы, прямые линии информационно-разъяснительной работы с населением, мониторинговое направление, это как раз социологическое изучение общественного мнения, и юридические консультации. Ну, достаточно, я согласен. Далее, есть ли в других регионах подобные приемные главы республики учреждения? Насколько мы изучали этот вопрос, то подобных учреждений в форме государственного казенного учреждения не существует. То есть ни в одном регионе. Да. Если говорить в целом об общественных приемных, как об организациях на общественных началах, куда могут обратиться граждане со своими заявлениями, просьбами, то, безусловно, они существуют почти в каждом регионе. Это и депутатские общественные приемные губернаторов, общественная приемная президента Российской Федерации. Но в чем уникальность, мне кажется, государственного казенного учреждения? В 2002 году оно было создано здесь, в Республике Коми, и тем самым оно вписалось, получило организационную структуру, получило возможность пригласить на работу профессиональных специалистов. На наших площадках работают политологи, социологи, люди, которые имеют опыт социальной работы, то есть специалисты, профессионалы. И, естественно, по своей организационной структуре оно вписывается сегодня в управленческую систему. И, следовательно, в оперативном режиме выполняет различные управленческие задачи. И оперативно их выполняет, потому что на сегодняшний день общественная приемная вместе с Эжвинским филиалом имеет 21 филиал. То есть во всех муниципальных образованиях работают наши специалисты. И 15 лет исполняется. Да, в этом году исполняется 15 лет общественной приемной. В той форме, в которой она сегодня существует. Я понял. Напоминаю нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире, ждем ваших звонков. Пока продолжаем с вопросами, которые пришли в ваш адрес. Усинск. С какими вопросами чаще всего обращаются граждане? Мы здесь понимаем, что в зависимости от тематики личного приема проводит руководитель муниципалитета или какой-то министр, там тематика ясна. А в основном, помимо наших личных приемов, с чем обращаются?
Ну, из года в год, вообще-то, если посмотреть, вот мы анализировали, да, структуру обращений, то на первое место всегда выходит проблема жилищно-коммунального хозяйства. В этом году очень много вопросов по переселению из ветхого и аварийного жилья, вопросы дорог, строительства или ремонта дорог и вопросы юридического характера, когда мы отправляем граждан уже на конкретные юридические консультации. Мы еще работаем с телеканалом «Юрган» в режиме телепередачи «Телезащитник», передачи «Телезащитник», и в этом году мы стали работать, и основные вопросы, самые наиболее распространенные вопросы, которые волнуют граждан, мы выносим вот на эту телепередачу, где граждане имеют возможность получить ответ профессиональный, квалифицированный. Да, в этом направлении мы очень давно и, как мне кажется, успешно работаем. Ну и вопрос, наверное, для многих номер один: как попасть на прием к главе республики? Общественная приемная не записывает на прием главе республики вот напрямую, да, людей. То есть можно записаться посредством обращения на портал республики komi.ru, либо обратиться по телефону, специальному телефону в администрацию главы республики Коми, в отдел обращения граждан, управление обращения граждан. То есть это несколько разных функций, да? Это разные функции. Либо записаться через интернет. Можно обратиться в общественную приемную с уже письмом, письменным обращением, мы передадим. Но для этого нужно обратиться непосредственно по адресу город Сыктывкар, улица Карла Маркса, 229, кабинет 1, и принести свое заявление для главы. Мы передадим. Но, в принципе, можно и просто напрямую. Можно напрямую, да. Потому что вот на эту тему много вопросов возникает. И звонок, мне подсказывают, есть в личном приеме. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Вот я являюсь жительницей поселка Ираэль. У нас несколько раз у меня была необходимость обратиться в общественную приемную по поводу проблем, связанных с ЖКХ. Я при обращении просила в общественной приемной донести мои жалобы до Минстроя. Мне в этом было отказано. Мне сказали, что необходимо с письменной претензией обращаться мне самостоятельно. Либо вот в наш адрес, обращаться, в смысле, в адрес общественной приемной. Вот. И прав ли сотрудник общественной приемной, который вот, не мог направить жалобу мою самостоятельно в Минстрой. А вы по телефону, я могу уже отвечать? Да, конечно. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы как обращались? Вы приходили в общественную приемную со своим заявлением? Нет, я звонила по телефону. Мы с поселка Ираэль. Понятно, понятно. Ну, я вам хочу сказать, что в соответствии с законом об обращении граждан, российским законом, обращением считается то обращение гражданина, когда он либо лично приходит на прием, пишет заявление, либо в письменной форме либо просто посылает, либо просто предоставляет в письменной форме свое заявление. Телефонный звонок нельзя считать обращением, потому что мы не можем, потому что мы не можем идентифицировать, это вы на самом деле звоните или кто-то вместо вас звонит и так далее. И потом поэтому эти персональные данные и так далее. Да, поэтому здесь нужно написать заявление и отправить по адресу 167-00, город Сыктывкар, улица Карла Маркса, 229, кабинет номер 1. Продолжается личный прием, и мне подсказывают, что еще один у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Я жительница поселка Кемер Сыктывдинского района. С нашего поселка очень сложно выехать в райцентр. Вот, и я хотела бы спросить, как я могу получить, например, у меня возникает вопрос, получить юридическую консультацию в приемной главы Республики Коми. Как это можно сделать? Спасибо, вопрос понятен. Спасибо, понятен вопрос. Вы можете позвонить по телефону 285-331 и записаться на прием к юристу. Вас запишут на прием к тому юристу, который вам будет необходим в соответствии с тем вопросом, который вы хотите задать юристу. И отзвоняться
вам по вашему номеру телефона и скажет, когда этот прием будет. Если юристу в дальнейшем понадобятся какие-то документы ваши, то мы обязательно с вами свяжемся и скажем, как их переправить, эти документы. А юристы распределены по тематикам или все-таки по муниципальному образованию? Нет, юристы не распределены по муниципальным образованиям. Они могут, в 9 муниципальных образованиях у нас работают юристы. Но если хотят обратиться именно в Сыктывкар, то у нас работает адвокатское бюро «Советник», Ассоциация юристов России по Республике Коми и Центр правового обеспечения, да, так называется сегодня. И работают юристы. И в зависимости от того, какой будет вопрос, вам посоветуют юриста. Слышала, что в общественной приемной юристы консультируют бесплатно. Это в продолжении этой темы. Это только для льготников или может обратиться абсолютно любой гражданин? Мы сегодня, вот я уже назвала перед этим, да, сколько работаем, сколько соглашений у нас заключено. То есть мы расширяем площадку юридических консультаций бесплатных. И, по сути дела, мы предоставляем сегодня бесплатные юридические консультации для широкого круга граждан. Не ограничиваем. Хотя у нас может, допустим, проводиться марафон для пенсионеров, юридический марафон, допустим, для пенсионеров. Вот 11 и 25 сентября будет проводиться юридический марафон для пенсионеров. Но юристы наши консультируют всех граждан бесплатно, поэтому, пожалуйста, обращайтесь по телефону 285 331. Да, я так полагаю, что этот номер телефона будет довольно-таки часто звучать в этом эфире, по крайней мере. Бесплатные юристы дают только общие рекомендации. Это еще продолжение вот этого вопроса. А может кто-нибудь помочь, допустим, составить исковое заявление в суд или собрать документы элементарно? Соглашение, которое мы заключили с Сыктывкарским государственным университетом, юридическим факультетом, это юридическая клиника, и Академия государственной службы, тоже юридическая клиника. Вот мы работаем с ними по такому принципу. Если гражданин обращается к нам вот за помощью, чтобы ему помогли составить исковое заявление или собрать необходимые документы для предоставления в судебные органы, мы обращаемся в юридическую клинику, и там студенты, юристы под руководством опытных преподавателей юристов помогают собрать весь пакет документов и составить исковые заявления. И затем уже помогают гражданину, то есть рассказывают ему, как правильно ему поступить, какой пакет документов ему необходим и все дальнейшие его действия. То есть это одновременная практика для будущих юристов? Да, это очень хорошая практика для будущих юристов, и в то же время и ответственность, которую они на себя принимают, да, и в то же время они оказывают непосредственно помощь гражданам, и граждане тоже имеют от этого свою пользу. Но контроль за этим происходит именно за студентами перманентный, поскольку мы знаем, что это студенты, это возрастная под группа, руководством преподавателей и под руководством, по сути дела, общественной приемной главы. Работают. И они это делают на бесплатной основе? Или конечно, на бесплатной. Конечно, на бесплатной основе. Пожалуйста, обращайтесь. Хорошо. Еще один телефонный звонок в личном приеме. Алло, мы приветствуем вас. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Мы слушаем вас. Я звоню от имени сыктывкарских дачников. Нас интересует, как у вас, Виктория Александровна, формируется вот тема для прямых линий. У нас у дачников много вопросов к специалистам. Тем более вот грядут изменения в законодательстве, которые касаются садоводческих товариществ. Можно ли провести вот на базе общественной приемной прямую линию на эту тему вот с приглашением соответствующих специалистов? Спасибо. Спасибо за вопрос. Темы как формируются, вначале отвечу. Значит, по следующему принципу. Во-первых, темы формируются по заявкам органов исполнительной власти ежегодно. Да, в конце года мы всегда спрашиваем, какие темы хотели бы органы исполнительной власти озвучить на площадке общественной приемной. И формируем уже план работы. Второе. Темы формируются по следующему принципу. Если вдруг происходят какие-то изменения в региональном или федеральном законодательстве, и эти изменения касаются либо каких-то определенных социальных групп, либо в целом населения, тогда мы формируем темы уже в оперативном порядке, проводим какие-то информационно-разъяснительную работу среди населения. Не только в виде прямых линий, в виде единых информационных дней, круглых столов и так далее. И, наконец, в прошлом году
У нас есть в социальной сети ВКонтакте свои группы. В каждом филиале общественной приемной есть свои группы ВКонтакте. Общественная приемная, там, например, Карткировского филиала, общественная приемная Эжвинского филиала, общественная приемная Сыктывкара и центральная общественная приемная. Так вот, в прошлом году мы ввели такое правило, когда спрашиваем граждан о том, какие темы им хотелось бы озвучить на площадках общественных приемных, какие темы они хотели бы, по каким проблемам они хотели бы получить ответы или разъяснения какие-то. И что говорят? На сегодняшний день, я, конечно, сейчас уже не скажу, что говорят, но 3 или 4 прямых линии уже было проведено по просьбам граждан. Поэтому если вы будете входить, даже в каждом филиале ведь есть эти группы ВКонтакте, поэтому входите в эти группы и предлагайте свою тематику. А что касается проблем дачников, то спасибо вам за предложение, мы обязательно изучим этот вопрос. И если это потребует, возникнет такая необходимость, да, то есть социальный запрос такой, да, серьезный, так, основательный, то мы обязательно проведем прямую линию. И об этом известим вас в группе ВКонтакте. И прямые линии еще у нас информация идет и в газете «Республика», и на телеканале «Юрган» об этом обязательно извещают, и на телеканале «Комигор». И сразу еще один телефонный звонок мне подсказывает. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Анна, Усть-Лымский район. И слышала, что недавно в Усть-Лымский район приезжал министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми Анатолий Князев. Он проводил на базе общественной приемной личный прием граждан. А не собирается ли он посетить наш Усть-Лымский район в ближайшее время? Спасибо. Спасибо. В курсе вы? Для того, чтобы... я знаю, что министр Анатолий Князев частый гость на площадках общественных приемных во всех муниципальных образованиях. Это очень приятно. Но я хочу сказать, что не только министр сельского хозяйства, а все министры и руководители ведомств, они все, у них есть план поездок в муниципальное образование. И в этих планах, как правило, расписаны их личные приемы, которые они проводят на площадке общественной приемной. Для того, чтобы понимать, какой министр или какой руководитель того или иного ведомства приедет в район или в муниципальное образование, для этого нужно просто посмотреть. Эти планы формируются на квартал у них, да, и обязательно они публикуются в социальной сети ВКонтакте. Раз уж об этом разговорили, а кто из министров или руководителей ведомств, скажем так, самый частый гость? Это министр сельского хозяйства, министр физкультуры и спорта, министр здравоохранения, на сегодняшний день министр образования. Хорошо, я поставлю вопрос иначе. Кто реже всего появляется у вас пока? С кем бы вы хотели видеться чаще? И, в общем-то, и обращающиеся граждане тоже. Вы знаете, я бы так не ставила вопрос. Я хочу сказать, что они все появляются вот в режиме того времени, которое... Вот в режиме своего расписания. И все находят время, Все находят. Да, все Это я, в общем-то, и хотел услышать. Прямые линии проходят в рабочее время, не всегда бывает удобно позвонить. Можно ли задавать вопросы заранее, например, в группе ВКонтакте? Да, задать этот вопрос можно по прямым линиям. В группе ВКонтакте. Только для этого нужно в эту группу вступить, безусловно, в своем муниципальном образовании. И обязательно на этот вопрос мы разместим ответ специалистов на прямой линии. То есть мы зададим этот вопрос на прямой линии и получим ответ, и разместим этот ответ. При этом специалисты посмотрят обязательно содержание этого ответа, чтобы этот ответ звучал грамотно, не в искаженном виде. То есть практика у нас с вами примерно одинаковая. Даже если мы не успеваем в эфире задать вопрос, мы все равно направляем его в соответствующее ведомство или муниципалитет, да, и получаем ответ. Да. Это тоже очень важно. В газете «Республика» нередко можно встретить интересные мнения членов Республиканского экспертного совета при общественной приемной главы. Как можно вступить в этот экспертный совет и на какие мероприятия привлекаются члены экспертного совета республики? Республиканский экспертный совет – это удивительное сообщество. Оно было создано 2 года назад. Сегодня мы
Сегодня в Республиканский экспертный совет входит 1800 человек, почти 2000 человек, и активно работают где-то около 1000 человек с нами. Активно. Это значит, что они бывают на наших площадках во всех муниципальных образованиях. Это значит, что они посещают форумы, различные форумы. Это значит, что они посещают прямые линии, круглые столы, принимают участие в онлайн-опросах. И на сегодняшний день кто эти люди? Вот, да. Да. Это самые активные люди, экспертные, имеется в виду общественная экспертиза. Не обязательно юристы, да? Нет, они не обязательно юристы, они работают в самых различных отраслях и заявляют себя как общественный эксперт в той или иной отрасли. Из них некоторые люди, юристы, они действительно проводят общественную экспертизу законопроектов, которые поставляет нам Общественная палата Республики Коми. У нас тоже соглашение с Общественной палатой. И, по сути дела, почти в еженедельном режиме они оценивают те или иные нормативно-правовые акты, которые отправляют Общественной палате, а Общественная палата уже дальше в Общественную палату Российской Федерации. Но все-таки хотя бы несколько фамилий представителей этого экспертного совета, которые, может быть, на слуху, чтобы мы понимали, кто эти люди. Или я не назову фамилии, потому что с этими фамилиями работают мои специалисты. Я хочу сказать, что на сегодняшний день очень активно экспертный совет работает во всех муниципальных образованиях, но что касается, например, Сыктывкара, да, они сегодня в еженедельном режиме почти публикуют свои мнения в газете «Республика» и отвечают на некоторые вопросы. Они сегодня работают с телеканалом «Юрган» в программе «Детали дня». Они сегодня отвечают на вопросы наших анкет в режиме онлайн. Они сегодня могут высказать те или иные оценки по той или иной проблематике, которая сегодня волнует граждан. Сегодня, по сути дела, мы можем ориентироваться, да, вот с учетом их мнений, мы можем ориентироваться на то, как будут складываться в той или иной области социальные настроения. Они действительно, их можно назвать полноправными экспертами, потому что они нас консультируют в каких-то вещах. Спасибо большое, Виктория Александровна, что нашли время. Личный прием директора общественной приемной главы Республики Коми Виктории Сидоровой завершен. Вопросы, которые мы не успели озвучить за эти полчаса, передаем ведомству и через неделю ждем ответов. В следующую среду свой личный прием проведет мэр Сыктывкара Валерий Козлов. Отправляйте вопросы в общественную приемную главы Коми, группы Юргана ВКонтакте и звоните на автоответчик. Детали дня можно посмотреть на сайте yurgan.rf и посредством функции видео по запросу IP телевидения Ростелекома. Всего вам доброго.